Здравствуйте, уважаемые участники Олимпиады! Сегодня мы проводим вебинар вместе с Валентиной Федоровной Лысовой, и я участвую в вебинаре, Коллегова Надежда Васильевна. Прошла Олимпиада по географии. Это очень важный этап для вас. И прежде всего мы можем сказать, что задания все проверены, и мы сегодня постараемся раскрыть критерии, которые выдала нам Москва, как и в целом задание. Вся работа могла бы оцениваться по максимальному баллу 100 баллов. За задание или задачи первого этапа теоретического их ценность 15 баллов, задание практической части 20 баллов и тестовые задания тоже 20 баллов. Начнем мы с вами с заданий по порядку, с первого и так далее. И прежде всего необходимо, конечно, также отметить для вас, внимательно слушайте, вспоминайте свои задания, как вы справились. Если какие-то вопросы у вас возникнут, пожалуйста, вы будете нас спрашивать. Но прежде всего мы хотим также отметить и то, что все критерии мы получили от Москвы, и они не подлежат никакому обсуждению, как и прежде всего критерии, которые нам даны для оценивания. Итак, первую задачу, пожалуйста, Валентина Федоровна, вам слово. Задача 1. Особенности генезиса формирования гор часто можно определить по их внешнему виду. Какие эндогенные процессы стали главной причиной образования изображенных на рисунках гор каждого из двух основных типов? Этот элемент оценивался максимум 2 балла. По типу А ответ предусматривался вулканические процессы, или вулканизм, или магматизм. И тип Б – тектонические процессы или столкновение литосферных плит. Элементы первый оценивался по 1 баллу, если правильно был назван тип гор. В таблице приведены горы с несколькими близкими по высоте вершинами. Используя информацию о вторых вершинах и характерных наборах природных поясов, заполните пустующие ячейки таблицы. Укажите название высочайших вершин или пиков, недостающие абсолютные высоты, названия обширных горных стран или горных систем, частями которых являются перечисленные вершины, и названия современных государств, на территории которых расположены вершины. Я назову только то, что предусматривалось для ответа, то есть данные, которые должны были писать участники Олимпиады. Значит, первая горная вершина – это гора Арарат. Оценивается в 1 балл. Горная страна Армянское Нагорье – полбалла, 0,5 балла. И государство Турция – 0,5 балла. Вторая горная система Эльбрус или Мингитау – 1 балл. За правильно указанную высоту 5642 метра – 0,5 балла. Горная страна Кавказ – 0,5 балла. Россия – 0,5 балла. Третья вершина Килиманджаро – 1 балл. За указанную высоту примерно от 5880 до 5900 метров – 0,5 балла. То есть если высота указана была в данном интервале. Горная страна Восточноафриканское Нагорье и государство – это Танзания. Так, четвертая вершина, гора Биштау, оценивалась в 1 балл. Горная страна Кавказ 0,5 балла и Россия 0,5 балла. Пятая вершина Динали или Маккинли оценивалась в 1 балл. Высоту Динали надо было указать в интервале 6150-6200 метров. Некоторые участники точно указали 0,5 балла за любое значение в этом интервале. Горная страна Кордильеры или Аляскинский хребет 0,5 балла и США 0,5 балла. Хочу отметить, что так как здесь 2 раза
Вологорная страна Кавказ, то ни один из участников не ответил гору Бештау. Многие назвали Эльбрус, Килиманджаро и Денали. Это больше всех горных систем, которые здесь были названы. Так, теперь хочу обратить внимание на последние два вопроса. К какому типу относится большинство гор в таблице? Вот. Ответ был правильный, тип А. Оценивалось 0,5 балла. Но если вы посмотрите свои работы, и если у вас горы не указаны, а просто отгадан тип А, то не всегда этот правильный ответ был зачтен, потому что предусматривалось, что вы назовете горы и потом выберете среди них, то есть какой тип преобладает. А некоторые указали тип, когда только одна горная система указана или две. То есть так это неправильно, потому что и оно бывает не соответствует этому типу, потому что у нас А или Б это 50 на 50. То есть, например, можно было просто угадать. То есть нет смысла проверять, если не перечислены горные системы. То есть простое отгадывание, это так не должно быть зачтено. И одна из гор таблицы относится к другому типу. Это гора Денали или Маккинли. Оценивалась в 1 балл. Максимальное количество баллов за данное задание участник Олимпиады 1 получил 11,5 баллов и минимальное 0 баллов. Ага, переходим ко второму. Но пока вот переходим ко второму, необходимо тут обратить внимание, высотные природные пояса все же тут давались. И поэтому по высотным поясам, которые были даны, раскрыты, можно было выйти на тот или другой район. Это было прежде всего подсказкой. Подсказкой для вас, хотя, конечно, более подробно изучение ведется гор нашей страны в 8 классе, а в 7 классе мы рассматриваем, вы знаете, ребята, это Анды на широте экватора. Итак, вторая задача, пожалуйста. Задача 2. Для описания и классификации озер в лимнологии, или это озероведение, наука озероведения, широко используется как характеристики размеров. Это площадь водного зеркала, глубина, протяженность береговой линии, площадь водосбора и другие. Так и производные от них расчетные морфометрические показатели. Например, удельный водосбор – это отношение площади водосбора к площади водного зеркала озера. Открытость – отношение площади водного зеркала озера к его средней глубине. Коэффициент извилистости береговой линии – это отношение протяженности береговой линии озера к длине окружности условного круга, площадь которого равна площади озера. Значит, было указано, что не произведя измерений и вычислений, проранжируйте по значениям перечисленных морфометрических показателей следующие озера: Баскунчак, Онежская, Таймыр, Телецкая. Пишите названия озер, пронумерованные поля в порядке уменьшения значения каждого показателя. Вот. И следующие должны были получиться ответы. За это задание максимум 9 баллов. За полностью правильно заполненный столбец 3 балла. Если указано первое правильно и четвертое, 2 балла. И если указано или первое правильно, или четвертое, тогда 1 балл. Но хочу сказать, что только один участник вот по этому столбцу правильно указал все 4, а так были указаны или первое и последнее, или одно из озер, первое или последнее. Но критерии разрабатывали не мы, поэтому они не подлежат оспариванию. Это Центральная предметно-методическая комиссия, почему они так решили именно оценивать, поэтому оценено было в связи с данными критериями. Значит, по удельному водосбору на первом месте Телецкое озеро, потом Таймыр, Онежка и Баскунчак. Еще раз обратите внимание, это в порядке уменьшения значения каждого показателя. Открытость. Считать корректными любой из двух вариантов ответов. Значит, здесь возможны были два варианта. Таймыр на первом месте, на втором Баскунчак, потом Онежская и Телецкая, или наоборот Баскунчак на первом, а Таймыр озеро на втором. Вот. Но это связано с тем, что озеро Баскунчак, уровень у него непостоянный, то есть изменяет в течение года. Летом оно почти пересыхает, и глубина бывает там от 10 сантиметров до 80.
Вот, и поэтому сложно определить, например, глубину, и она в разных источниках разная. Поэтому дали такие два варианта. По коэффициенту извилистости береговой линии на первом месте Таймыр, затем Онежское озеро, Телецкое озеро и Баскунчак. Ну, хочу сказать, что задание это было довольно сложное, и баллов по этому элементу набрали мало, но зато был лучше выполнен второй элемент данной задачи. То есть многие успешно справились. Так, сейчас я вам озвучу. Для многих озер в течение года характерны значительные колебания уровня воды и, как следствие, временное изменение их основных показателей. Для каких двух из перечисленных озер изменения уровня воды в течение года наиболее существенны? И в течение каждого сезона или времени года наблюдается... в течение какого сезона или времени года наблюдается минимальный уровень воды в каждом из этих двух озер? И чем это объясняется? Ответы надо было привести в таблице. Озера – это Таймыр и Баскунчак. Здесь у нас 6 ячеек, то есть 3 и 3. И предусматривалось вот по 1 баллу за каждую правильно заполненную ячейку таблицы. Всего как бы 6 баллов за данное задание. Значит, озера Таймыр и Баскунчак. Озеро Таймыр, сезон минимального уровня – это зима или весна. То есть правильно считался любой из ответов. И причины. Ответ принимался только при корректном заполнении первого и второго полей соответствующей строки. Это отсутствие поверхностного стока, устойчивый нетающий снежный покров, промерзание питающих рек. Балл начислялся при любом ответе из перечисленных или близком к ним, не выходящим за пределы образца. Ну и озеро Баскунчак, минимальный уровень летом. Причины: пересыхание питающих водотоков, засушливая погода, повышенная испаряемость, высокое испарение. И балл начислялся при любом ответе из перечисленных или близком к нему, не выходящим за пределы образца. Ну, почти все участники назвали озеро Баскунчак, и что летом, и причины. Ну и Таймыр тоже было много ответов. Ну, некоторые вместо Таймыр называли Телецкое озеро и Леонежское. Так, всего за задачу у нас Тоже 15 15 баллов. Так, еще раз повторяю. Максимальная. Первый элемент был более сложный, второй ответили намного лучше. Максимальное количество баллов 9. всего 9. Это 4 участника вот набрали по 9 баллов за эту задачу. Минимальный 0. Так, дальше я передаю слово Надежде Васильевне по третьей задаче. По третьей задаче давайте посмотрим третью задачу. На треугольной диаграмме показана структура использования сельскохозяйственных угодий в 5 субъектах Российской Федерации. Размеры кружков пропорциональны объему сельскохозяйственного производства. Какой цифрой на диаграмме обозначен каждый из перечисленных субъектов? Каким образом вы должны были определить эти субъекты? Давайте прежде всего раскроем. То есть вы должны были расположить их, кто в какой природной зоне находится, какие особенности природы каждого из субъектов Российской Федерации. Кроме того, была дана таблица, где указаны субъекты, хозяйства, население, мелкие, крестьянские, фермерские и несельскохозяйственные организации, средние и крупные. То есть необходимо было в дальнейшем еще определить. Ну, давайте посмотрим. Алтайский край, под цифрой номер 3 вначале я скажу, потом уже остановлюсь на конкретном задании. Астраханская область 2, Белгородская 4, Карачаево-Черкесская номер 1 и Республика Дагестан под номером 5. Так, ну и, конечно, вы прекрасно здесь знаете, что Белгородская область, которая занимает очень выгодное положение и географическое, и по природным богатствам, агроклиматическим, почвенным ресурсам, черноземные почвы, и входит в состав Центрально-черноземного экономического района, и имеет наибольший объем, посмотрите, производства
мы это видим. Кружочек очень большой, это 4-й, вы должны были определить на этой основе. Кроме того, площадь пашни, обратите внимание, это около 90%. Так, и, соответственно, это степные или состепные районы. Вот выйти должны были на этот кружочек. То есть наибольшее количество, прежде всего, большой объем производства. Огромный объем производства. Самый большой кружок. Так, под цифрой 3 мы уже сказали, это Алтайский край. Обратите внимание, и тоже Алтайский край, который имеет огромные площади, 82 в процентном отношении пашни. Так, и хотя, соответственно, Алтай и прилегающие к нему северные территории, а северные территории – это снова же лесостепи и степные участки, где выращивают разнообразные сельскохозяйственные культуры с черноземными, благоприятными почвами и климатическими хорошими особенностями для развития сельского хозяйства. Поэтому, соответственно, вот 3-я цифра – это Алтайский край. Дальше давайте посмотрим на Астраханская область. Как вы видите, здесь цифра 2. Цифра 2. Астраханская область, территория небольшая, находится в пойме реки. И, кроме того, полупустынные почвы, территория, которая не очень благоприятна для сельского хозяйства. 5% всего лишь пашни. И это все, конечно, оказывает влияние именно географическое положение, хотя и Волго-Ахтубинская пойма, и дельта Волги, и выращивание арбузов, бахчевых культур. Но, тем не менее, соответственно, в процентном отношении это одна из очень небольших субъектов, дающих сельскохозяйственную продукцию. Далее, Карачаево-Черкесская республика под цифрой номер 1. Этот кружочек, как вы сейчас посмотрите, вы потом на схеме, очень и очень маленький. Так, ну и, соответственно, условия не столь благоприятные. Это горы Большого Кавказа, это равнины, соответственно. Ну, степная или состепная, площадь очень небольшие. Так, и последнее. Здесь Республика Дагестан под 5-м номером. Кружочек, если мы посмотрим, можно нам диаграмму, Валентина Федоровна? Нету у нас. Нету, да. Кружочек крупный, вы там помните, значительный по размерам, примерно такой же, как и под цифрой номер 3, а под цифрой номер 3 у нас Алтайский край, как вы видите здесь, и непосредственно выращивание разнообразных культур, и республика занимает также из южных республик такое неплохое положение по развитию сельскохозяйственного производства. Следующий вопрос, который нужно было раскрыть и ответить, в этих субъектах сложились различные условия для развития агрохолдингов, крупнейших форм производства, образованных путем интеграции, объединения предприятий всех звеньев агропромышленного комплекса. Ну и, соответственно, нужно было бы, в каких 2 субъектах агрохолдинги играют наибольшую роль, важнейшую роль в производстве аграрной продукции. Здесь необходимо было остановиться именно на Алтайский край и Белгородскую область. Как мы видим, в таблице, которая у вас была представлена, сельскохозяйственные организации средние и крупные, в них наибольшее количество. В Белгородской области 87, а в Алтайском крае 54. Именно они и дают основную продукцию в этих субъектах Российской Федерации. Ну и особенности структуры производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств способствуют в этом. Дальше, пожалуйста. И вот мы видим, понятно, что растениеводство – это зерновое хозяйство, которое вы должны были указать. Ну и прежде всего это возделывание пшеницы. Из технических культур необходимо указывать было свекловодство, выращивание подсолнечника, сои, рапса. В животноводстве в любом порядке, как вы видите здесь, свиноводство и птицеводство.
Молочное же скотоводство давалось только 0,5. Как вы видите здесь, да, агропромышленные комплексы участвуют и агрохолдинги при обработке именно потому, что агропромышленный комплекс, он включает, вы знаете, 3 звена. Это не только сельскохозяйство, центральное звено, это прежде всего отрасли, которые помогают развитию данного хозяйства, а также отрасли, обеспечивающие уже непосредственно как пищевая и легкая обработку этой продукции. Поэтому, конечно, здесь благодаря только мы могли принять молочное скотоводство или разведение крупного молочного скота молочного направления. Вот эти ответы, которые принимались в задании номер 3. Задании номер 3. Да, за задачу третью задачу, как я уже говорила, это максимальное количество баллов, которое было дано. Надо отметить, что задача была общая для 9 и 10 и 11 класса. Максимальный балл за третью задачу 10 в 9 классе, 0 – это минимальный балл, а в 10 в 11 классах 12 баллов максимальный и минимальный только 1. Только 1 балл. То есть получается, что вот так справились с этим заданием. Ну и можно отметить, что значит от максимального 12 до минимального 0 баллов. Теперь приступим к задаче 4 для 9 класса. Остров, заселенный выходцами из Юго-Восточной Азии, Восточной Африки и Аравийского полуострова, стал известен европейцам только в 1500 году под названием Святого Лаврентия или Сан-Лоренцо, как окрестил его Диогу Диаш. Однако современное название острова еще старше. Его в своих записках упоминал Марко Поло. В конце XIX века территория острова перешла в колониальное владение Франции. В 1960 году на острове провозглашена независимая республика. Назовите остров. Остров Мадагаскар. То есть оценивался в 2 балла ответ. Одна из природных особенностей этого острова – крайне неравномерное распределение осадков по территории. В его восточной части выпадает несколько раз большее количество осадков, чем в западной. Какие 2 фактора способствуют этому? На острове Мадагаскар у нас с севера на юг протягивается хребет или горная система, и количество осадков значительно изменяется от 400 мм на юго-западе до 2000 мм на востоке. Поэтому здесь предусматривалось 2 ответа. Вот. Один из них это пассаты, юго-восточные пассаты, которые приносят влагу на ветреные восточные склоны Мадагаскара. То есть ответ близок. Восточная часть расположена на пути пассатов, приносящих с океана осадки. Оценивается в 1 балл близкий ответ. И западная часть отделена хребтом, проходящим с севера на юг острова. На подветренных склонах осадка выпадает гораздо меньше. То есть на подветренные это западные, на ветреные восточные тоже оценивается в ответ в 1 балл, то есть за близкий ответ. На острове велико число эндемиков, что позволило выделить его отдельную зоографическую область. Какое эндемичное семейство животных считается неофициальным символом острова? Эндемичное семейство это лемуры или лемурообразные. Лемуров на Мадагаскаре у нас более 40 видов. Ответ вот оценивался в 2 балла. Так, далее элемент 2. Оценивался максимум 5 баллов. То есть по 1 баллу за каждый знак. Заполните матрицу причинно-следственных связей, ярко проявляющихся на этом острове. Расставьте значки, то есть смайлики, в соответствующие ячейки. В каждой строке и каждом столбце не должно быть больше 1 знака. То есть обращаю внимание еще раз, что в каждом строке и в каждом столбце не должно быть больше 1 знака. Здесь, конечно, то, что предложено в критериях, мы, может, не совсем стопроцентно были согласны, как члены жюри, но мы не можем отходить от того, что нам предоставлено. То есть, например, многие ответили, что пассатные течения – это заселение выходцами, что быстрый рост населения – это… Да, так нет, тут и есть пассатные заселения выходцами Азии.
Сведение лесов, ответили многие, что это подсечно-огневая, подсечно-огневое да. земледелие и так дальше. Но здесь надо было, ну, как бы рассуждать методом исключения. То есть выбрать наиболее подходящие, например, ферролитные почвы, они развиваются только в влажном климате, поэтому здесь именно вот это место должен был занять кружочек здесь. Гумидный, жаркий, влажный климат. Основное положение всегда обуславливает эндемизм. Вот, всегда на островах много эндемиков, сам же Мадагаскар, лемуров там много, мало хищников и так дальше. Потом сведение лесов всегда приводит к интенсивной эрозии, хотя можно, вот многие ответили, что это подсечно-огневое земледелие, но это получается, что как бы одно и то же. Леса сводятся, и подсечно-огневое земледелие тоже леса сводятся. Хотя леса сводятся не только в результате подсечно-огневого земледелия, хозяйственной деятельности и так дальше. Вот. И предполагался ответ, что быстрый рост населения вот, приводит к подсечно-огневому земледелию, да? То есть причинно-следственной связи. И пассатное течение способствовало заселению выходцами из Азии, острова Мадагаскар. То есть за каждую правильно заполненную ячейку по 1 баллу. Но есть участники и не один, которые правильно заполнили все эти ячейки. Получили за это задание 5 баллов. Так, дальше элемент 3, максимум 4 балла оценивался. Как называется народ, составляющий основное население острова? Малагасийцы или малагаси или мальгаши? 1 балл. И вопрос, который был сложным, это заморские департаменты Франции в любом порядке. Ну, в 9 классе департаменты Франции еще не изучаются, но вот такое было задание, казалось сложным. Ответы департаментов 5 у Франции. Опять повторяю, только именно имелись в виду не просто заморские какие-то территории, а именно заморские департаменты. Это Гваделупа, Французская Гвиана, Мартиника, Майотта и Реюньон. За 4-5 правильно указанных департамента присуждалось 3 балла, за 2-3 правильно указанных департамента 2 балла, и за 1 правильно указанный департамент 1 балл. Ну и за максимум задачу Так, средний балл. 5 баллов. Естественно. Да. Ну, эта задача была только для 9 класса. Минимальный балл, полученные участники 1 балл, максимальный 10. Так, дальше рассмотрим задачу. 4-я задача, она была... По 4-й задаче отличались задания 9 класса и 10-11 класса. Ну, давайте прежде всего также мы посмотрим эту задачу. Так, на рисунке представлена была структура экспорта 2 зарубежных стран, задействованных в глобальной цепочке добавленной стоимости одной из отраслей промышленности, которая включает в себя различные звенья. Продукция этой отрасли используется в автомобильной, авиационной, электротехнической, пищевой и других отраслях промышленности. Далее шли диаграммы страны А и страны Б. По диаграммам должны были определить страну. Как вы видите, здесь страна А – это Ямайка, а страна Б – это Норвегия. И давалось по 2 балла. Из товаров, который не был указан, а отмечен был как товар X в одной стране и товар Y, необходимо было определить, что это за товар на Ямайке. И шел такой текст. Страна занимает 2-е место в своей части света по добыче основного вида сырья для этой цепочки. И 3-е по объему производства первичного продукта и его переработки. Товар X. Соответственно, вы прекрасно знаете и ориентируетесь, что здесь ответ должен быть глинозем или оксид алюминия. Тогда ответ оценивался в 2 балла. Принимался ответ бокситы. Ну и боксит – это есть не что иное, как алюминиевая руда. Мы тоже принимали во внимание.
Итак, соответственно, в своей части, а эта часть Америка, вы знаете, и поэтому в своей части Ямайка занимает второе место. Первое место занимает Бразилия, как вы знаете прекрасно. Так, соответственно, конечно, крупнейшие страны по запасам – это Гвинея, Австралия, Бразилия, Ямайка, ну, а еще по добыче. И здесь обращено было ваше внимание прежде на то, что при подготовке вы должны обращать внимание и на запасы, и на добычу, и размещение, и так далее. Поэтому, соответственно, посмотрите, товар X нужно было отметить глинозем или оксид алюминия. Для Норвегии это алюминий. Так, ну и если говорить о цепочке, то добыча и обогащение идет бокситов или алюминиевой руды. Далее получение глинозема или оксида алюминия с последующим из глинозема получение алюминия или металлического алюминия благодаря электролиза. Ну и в дальнейшем, конечно, это получение может быть и дюралюминия, и получение других определенных товаров, как сулемина и так далее. То есть целая цепочка, которая должна быть выстроена у вас в голове по этим производственным связям. Так, ну и продолжаем теперь дальше. Значит, после определения стран и товара спрашивалось, страна А специализируется на низовых, это тоже подсказка, а страна Б на завершающих звеньях данной производственной цепочки. Объясните, почему. Вы должны были объяснить, почему. Соответственно, на низовых этапах Ямайка – это производство глинозема. Так, а причинами являются наличие сырья или большие запасы сырья, то есть разные ответы принимались. Отсутствие ресурсов для генерации электроэнергии, необходимой для выплавки алюминия, потому что для выплавки алюминия требуется большое количество электроэнергии. Только на 1 тонну требуется 18 тысяч киловатт-часов электроэнергии и 2 тонны глинозема. Поэтому в данном случае без электроэнергии не получить алюминий, а в этой стране электроэнергии мало. Мало вырабатывается. И третий, посмотрите, здесь фактор отсутствия крупных потенциальных потребителей алюминия на внутреннем рынке. Маленькое островное государство с относительно невысоким уровнем социально-экономического развития. То есть, если просто было написано вами, что это развивающаяся страна, этого было недостаточно. Необходимо тут было отметить вот по стране А именно отсутствие потенциальных потребителей алюминия на внутреннем рынке, а не только, что уровень социально-экономического развития небольшой, малый. Теперь страна Б, там, где уже непосредственно производство металлического алюминия или его сплавов и так далее, то прежде всего это дешевизна электроэнергии. Как вы знаете, прекрасно, Норвегия занимает первое место по выработке электроэнергии на душу населения, и основная электроэнергия вырабатывается на гидроэлектростанциях. Замечательное приморское положение, которое дает возможность в этой стране и привозить непосредственно глинозем, и вывозить эту продукцию окончательную. Это имеет тоже большое значение. Третье, относительно невысокая заселенность территории, экологическое воздействие не столь ощутимо, как в густонаселенных странах. Это тоже вы прекрасно знаете. Ну и близость, конечно, к основным потребителям алюминия – это машиностроительным предприятиям европейских стран. То есть тут нужно было потребителей алюминия, хотя потребители были даны в начале, указаны, авиационная, автомобильная, электротехническая, пищевая и так далее, но для европейских стран, что обеспечивает приморское положение, посмотрите, и хотя в работах было отмечено и указано, что находится на более высоком этапе развития, что дешевая электроэнергия, то вот это, соответственно, также учитывается. Ну и теперь, как справились с этим заданием, надо отметить, что 12 участников получили за это задание 0 баллов.
это задание было хуже всех выполнено. Из 4 максимальный балл 11, а средний балл выполнения этого задания всего лишь 2%. 2%. Но причина заключается в том, что не сумели определить страны, соответственно, товар, ну и некоторые не поняли, почему-то анализировали сами диаграммы, указывая, сколько примерно процентов занимает та или другая отрасль в экспортной продукции. Итак, переходим дальше, да, Валентина Федоровна? Мгм. Теперь переходим к заданию второй практической части. Давайте. Практическая часть. Так, зачитываю. Во-первых, была дана карта России, и это очень хорошо. Второе, много было заданий дано на карте. И первое, что нужно было выполнить. На карту, характеризующую основные особенности расселения на территории. Так, это задание у нас, да? Мгм. Расселение территории России с помощью различных способов картографического изображения нанесены 2 показателя А и Б и объекты В. Завершите оформление карты, составленной по данным на начало 2019 года. Ответы приведите в соответствующих полях на карте. Вот первое, нужно было подписать параллели и меридианы. Так, да, и сразу я хочу отметить, что не все сумели правильно показать параллели и меридианы. Вы прекрасно знаете, что через территорию нашей страны, особенно на крайнем Дальнем Востоке, проходит 180-й меридиан, и поэтому наша страна находится и в западном, хотя очень маленький сектор, и восточном. Некоторые не сумели это сделать, что Санкт-Петербург находится на 30 градусе долготы. И хотя бы по примеру расположения Республики Коми или каких-то еще объектов вы должны были правильно отметить. Поэтому посмотрите, корректно обозначенные параллели всего 5 подписей. Допускается не более 1 пропуска, ошибки, помарки. 1 балл тогда уже давался. Корректно обозначенные меридианы, всего 6 подписей вы должны были сделать. Допускался не более 1 пропуск, ошибка, помарка. Ну и вот за это тоже пропуск 1, соответственно, балл еще выставлялся. Поэтому за параллели и меридианы максимум 2 балла. Следующее. Необходимо было определить и указать масштаб карты. Здесь тоже сложности были большие, не все участники сумели определить масштаб. За любое значение в интервале, как вы видите, 1 к 30 миллионам, 1 к 35 миллионам давалось 2 балла. Вам необходимо было измерить расстояние по параллели или по меридиану между ближайшими и, соответственно, указать столько-то сантиметров, 10, там через 10 градусов было. Далее, а сколько непосредственно 1 соответствовал сантиметр X и вычислить, составляя пропорцию масштаб карты. Так, далее давайте посмотрим. Необходимо было заполнить все пустующие поля в легенде. Для определения границ диапазонов шкал учтите, что для шкалы показателя А одна из границ диапазонов приблизительно равна среднероссийскому значению. Для шкалы Б использован логарифмический шаг границ, значение на границах диапазонов шкалы, отличающиеся от смежных значений в 10 раз. Вот это необходимо было учитывать. И поэтому, значит, первое, что вы должны были указать, это доля городского населения. Вариант принимался урбанизированность, удельный вес городского населения, доля несельского населения.
Некорректно принимались тоже такие, как доля сельского населения, урбанизация, городское население, доля населения городов, ну и так далее. Единица измерения в процентах принимался или значок, или процент. Диапазоны, посмотрите, больше 75%, 50-75% и меньше 50%. Ну и корректным считается ответ, в котором единица измерения отсутствует или указано доли при указании числовых значений границ диапазонов простыми или десятичными дробями. Это было по пункту А. Надо отметить, что некоторые справились, хотя диапазоны значений вместо 75 давались 70. И раз давалось 70, считалось за 1 балл вместо 2. Нет, тут числовые диапазоны, да, 0,5 баллов, извините, 0,5 баллов. Считалось как одна ошибка. Такие, значит, работы тоже были. Следующий под Б. Название показателя 1 балл, а название вы должны были выйти на плотность населения или средняя плотность населения. Единица измерения в 1 балл – это человек на квадратный километр. И числовые значения границ диапазонов шкалы, вот они перед вами. 0,1, раз в 10 раз больше 1, далее 10, 100 и так далее. Так, ну и вот тут критерии представлены. Следующие, да, числовые диапазоны, посмотрите, 2 балла. Если правильно указаны 2-3 значения, только 1 балл. А вот все 4 значения 2 балла. Поэтому если один был указан правильно, то это не принималось во внимание. А 0,1 указал, наверное, 1 человек. Да, 0,1-2, по-моему, указал человек. Да, 2 человека. Да. А вот 1, 10 и так далее были указаны. Соответственно, плотность населения нашей страны средняя, она различна, да, по территории нашей страны. И вот на это вы должны были обратить внимание. Территории, где плотность населения очень высокая, это Московская область, значит, Ленинградская область и так далее. И есть территории, где плотность очень и очень низка. Население в районах Сибири, вот она, соответственно, даже меньше, чем 0,1. Очень низкая плотность. Вот здесь должны были вы вспомнить географию 9 класса. Так, дальше, пожалуйста. Так, дальше объекты Б. Название объекта. Крупнейшие города, допускался города, крупные города, ну или близкие по смыслу. Следующая единица измерения 1 балл. Допускаться человек, миллион человек и другие. Как вы видите, тут дается таблица, поэтому в зависимости от того, в какой единице вы отмечали, и это учитывалось непосредственно уже по кружочкам. После каждого кружочка те или другие значения. Если вы отмечали, что это в тысячах человек, то, соответственно, самый большой кружочек у вас должен быть верхний диапазон или самый большой кружок более 1, получается, 1000. Но впереди 1000, то есть больше 1 миллиона. Если просто человек, то вот это большая величина. Если в миллионах, то более 1 и так далее. Так. Далее, следующее. Так, мы там пропустили, наверное, тут надо, да. А вот, какие способы картографического изображения использованы для каждого из показателей А, Б и объекта В? И вот в таблице вы должны были привести. Там, где А, то, что мы с вами рассматривали, где было городское население, это непосредственно шла картограмма. Соответственно, под картограммой понимается способ изображения средней интенсивности картографируемого явления или ее динамики в пределах каждой единицы клетки территориального деления. Ну и может показывать
как мы говорим, разные величины, в том числе и городское население. Городское население. Так что вот в процентном отношении это картограмма. Под «Б» это изолинии, изоденсы или псевдоизолинии. И тогда оценивалось 0,5 с послойной или цветовой окраской, или заливкой, как называется, 0,5. И последние, как вы видите, В, последние масштабируемые геометрические значки или геометрические значки, если указано полностью, и масштабируемые геометрические значки в 1 балл, геометрические значки в 0,5 балла. Но некоторые давали как условные знаки, сверившись с справочной литературой, мы тоже приняли и за условные знаки, тем более некоторые указали, что они в масштабе выполнены, вот эти города пункционы, поэтому тоже принималась эта работа и в таком виде. Так, далее. Необходимо было ответить на вопросы. Давайте посмотрим, какие вопросы вы должны были ответить. В каком субъекте Российской Федерации значение показателя А наименьшее? Наименьшее значение показателя Республика Алтай. Укажите среднее по России значение показателя Б с единицы измерения. То есть вы должны были указать 8,5, видите, в интервале 8,7 человек на квадратный километр. Видите, указание единицы измерения обязательно. Но тот, кто знал численность населения нашей страны и площадь, были там такие работы, которые вычислили, разделив и получив соответствующий показатель, сколько человек приходится на 1 квадратный километр. Так, следующее. Определите и укажите географические координаты с точностью до целого градуса объекта, обозначенного кружком среднего размера, для которого переход в категорию более крупных объектов в ближайшем будущем наиболее вероятен. Здесь должны были написать интервал. Широта 44-46 градусов северной широты, долгота 38-40 градусов восточной долготы. Вот за полный ответ широты и долготы давался 1 балл. При одновременно попадании обеих координат в заданные диапазоны. Указание названия города, как вы видите, баллами не вознаграждается, хотя были указаны в некоторых работах и город. Краснодар. В нескольких работах. То есть данная работа требовала довольно хорошего знания данной темы и умения работать по карте. Вот как раз давайте вот хотя бы в таком положении посмотрим доля ведь городского населения. Вот вы видите здесь. Да, да, вот широта, посмотрите. 40, 50, 60. Да. Далее посмотрите плотность населения, человек на квадратный километр. Так, крупнейшие города в тысячах человек видим. Обратите внимание, что показатель 200-500. Некоторые почему-то писали 250, 500. И вот за это уже считалось ошибкой. Или 100. Да, или 100. Хотя вот 1 500 000, дальше второй показатель, от 500 до 1000, вот в этих вот, до миллиона, вернее. 500 000 до 1 миллиона, это были правильно, почти у всех ребят. Так, ну и масштаб вы видите, просто для примера приведен в данном месте масштаб этой карты. Как справились с этим заданием, это у нас практическая часть. Надо отметить, что максимальный балл в 9 классе был 14,5, минимальный 0, и некоторые вообще не приступали к этому заданию. Средний балл по 9 классу 6,95. По 10-11 классу 18 баллов из 20. Это хороший результат. Минимальный балл 4,5. И средний балл за выполнение по 10-11 классу
около 9 баллов. Так что есть над чем подумать, как вы прекрасно понимаете, именно работая с географической картой. Дальше. И прежде чем приступить к рассмотрению тестового задания, хочу вам напомнить, что если вы заметили какие-то неправильные подсчеты баллов или вы считаете, что вас неправильно жюри оценило, то вы можете сейчас написать в чате, и мы можем рассмотреть и дать вам ответы. Завтра вы сможете написать апелляцию, но чтобы просто меньше было вот бумажной волокиты у вас и у нас, потому что апелляции занимают много времени, вы можете это сделать сегодня. Вот. Но еще раз напоминаем, что к апелляции не подлежат критерии, которые выставлены Центральной предметно-методической комиссией по географии. Да. Мы им не совсем, может, с некоторыми критериями согласны. Мы им задавали уже вопросы, на некоторые они дали ответы, на некоторые не дали еще. И, возможно, обратите внимание, что итоги предварительные баллы, потому что, возможно, еще корректировка критериев Центральной предметно-методической комиссии Москвы. Она может быть, может и не быть. Поэтому баллы немножко могут еще измениться. Но это уже не от нас зависит. Вот, мы тоже следуем указаниям Центральной предметно-методической комиссии. Вот, теперь приступим к рассмотрению последнего тестового задания и правильным ответам. Вопрос первый. Как называется механическая эрозия горных пород при воздействии на них абразивного материала, переносимого ветром, водой или иными природными агентами и силами? Предусматривались ответы карст, коррозия, солифлюкция и суффозия. Ну, правильный ответ был коррозия. Это коррозионные процессы, относятся к коридным процессам. Вот, карст – это карстовые процессы, солифлюкция относится, это процессы стекания переувлажненного грунта, это к криогенным или мерзлотным процессам относится. Так, ну и суффозия – это вынос пылеватых частиц близко залегающими подземными водами или атмосферными осадками. Это суффузионно-просадочные процессы, например, образуются степные блюдца. Вопрос 2. В каком из вариантов перечислены исключительно лесообразующие древесные породы широколиственных лесов? Правильный ответ В. Это вяз, граб, дуб, клен и ясень. Так, обратите, пожалуйста, тут просто дополню. Береза, если взять осина, рябина, ива, они встречаются во многих природных зонах. А если уже тайга дается определение, это хвойные породы деревьев с примесью мелколиственных. Как раз имеется пример вот этих деревьев. Поэтому, да, вяз, граб, дуб, клен и ясень. Правильный ответ. Третий вопрос. Какая территория из перечисленных расположена севернее остальных? Алданское Нагорье, Анабарское плато, Вилюйское плато и Патомское Нагорье. То есть здесь просто знание номенклатуры. Севернее всех расположено Анабарское плато. Четвертый вопрос. Какая пустыня расположена в Африке? Пустыня Гибсона, она в Австралии. И правильный ответ была пустыня Кару на юге Африки. Пустыня Ордос – это Евразия, и пустыня Сонора – это Северная Америка, или по-другому ее называют Хила. Пятый вопрос. Что иллюстрирует рисунок? Ответы предусматривались: перемещение ураганов, сезонные миграции птиц, следы нефтяного загрязнения и следы радиационного загрязнения. Ну, здесь правильный был ответ перемещение ураганов, потому что надо было логически порассуждать, если были сезонные миграции птиц, то линии не прерывались возле Южной Америки, то есть они прямо ушли бы от Южной Америки. Ну, нефтяное загрязнение тоже вряд ли бы в 70-79 году значительно уменьшилось. Это необъяснимо было. Ну и радиационное загрязнение тоже. Ну, как бы не было бы такого изменения, как вот 70-79 годы, то есть только для ураганов, то есть процессов, которые имеют космические, которые вызываются и космическими, планетарными процессами, вот могло повлиять такие временные интервалы. Значит, правильно было перемещение ураганов. Шестой вопрос. Какое из утверждений, построенных по принципу пограничное с Россией государство, объект, по которому проходит граница с этой страной, неверно? Ну, неверно было, что граница с Китаем проходит по реке Шилка, она проходит по реке Аргунь. Остальные
Правильно. Украина по Донецкому кряжу, Финляндия гряда Манселька, Эстония Псковское озеро. 7-й вопрос. Какие изолинии называют Поднимите немножко, да? изотахами? Мгм. Правильный ответ. Изолинии, соединяющие точки с одинаковой скоростью ветра. Это изолинии с одинаковым количеством осадков, это изогиеты. С одинаковой относительной влажностью есть изограммы, вариант ответа. Изолинии, соединяющие точки с одинаковой соленостью морской воды, это изогалина. Вот. То есть правильный ответ В. Изотахи. 8-й вопрос. Когда на большей части территории России наиболее вероятны конвективные осадки? Весной и осенью, зимой в антициклоне, летом в антициклоне и летом в циклоне. Правильный вариант летом в антициклоне, потому что конвективные осадки, они образуются при жаркой солнечной погоде, то есть они характерны для жарких поясов, но они летом бывают и в умеренном поясе, когда образуются кучево-дождевые облака и выпадают грозовые осадки. 9-й вопрос. Выберите среди перечисленных старейший русский заполярный острог в Сибири. Березов, Верхнеколымский, Мангазея и Туруханск. Правильный ответ был В. Это Мангазея. Это первый русский заполярный город 17 века в Сибири. Он в настоящее время должен был находиться бы в Ямало-Ненецком округе, но его сейчас не существует. Он находился на реке Таз в месте впадения реки в Мангазейки. 10-й вопрос. Как называют закупорку живого сечения реки массой внутриводного льда и шуги в начале ледостава? Правильный ответ – зажор. Залом употребляют его в основном относительно рыбы. Там затор – это нагромождение льдин во время ледохода. И ожеледь – это гололед или гололедица, так называют. Гололед. Да. Мгм. Вот так. Снова нельзя. 11-й вопрос. Водосборный бассейн какой из перечисленных рек имеет наибольшую площадь? Это тоже знание на географическую номенклатуру и на размеры бассейнов рек. Наибольший Колыма. Наибольший бассейн у реки Колымы. 12-й вопрос. Какой объект можно встретить только в районах распространения термокарста? Правильный ответ – это байджарак. Байджарак – это криогенная форма или мерзлотная. Бархан – это эоловая форма. Кучугур – тоже эоловая форма, это бугристые пески в низовьях Днепра и Дона. Такэр – это тоже пустынная, аридная форма. Так, вопрос 13. Выберите верную пару. Современное название города и старое название города. Балтийск, Нойхаузен. Нойхаузен – это город Гурьев, сейчас Калининградской области, то есть не соответствует. Кемерово, Новошахтинск. Новошахтинск, он в Ростовской области, а Кемерово, наверное, знаете где, да? В Сибири. Ногинск – это в Московской области город. Загорск – это нынешний Сергиев Посад, тоже в Московской области. И Чаплыгин и Раненбург. Чаплыгин в Липецкой области раньше назывался Раненбург. Правильный ответ Г. 14 вопрос. Какой фактор увеличения числа городов-миллионеров России является главным с 2002 года по настоящее время? Здесь наиболее вероятны два ответа. Или миграционный прирост населения, или административно-территориальное преображение. Но так как видно, что с 2002 года, то у нас часто административными решениями город укрупняется. Поэтому фактор увеличения числа городов-миллионеров является решающим. Это А. Административно-территориальные преобразования. 15 вопрос. Какой из перечисленных стран расположен крупнейший по грузообороту порт за пределами Китая? Правильный ответ – город Сингапур. В. 16 вопрос. В какой стране была выпущена банкнота, изображенная на рисунке? Банкнота была выпущена в Швеции. На ней изображена, это банкнота 20 крон, изображена писательница Сельма Лагерлёв и герой сказки «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Это первая женщина, получившая Нобелевскую премию по литературе.
И третья женщина в мире, которая получила Нобелевскую премию. 17 вопрос. Ученый-географ и геоморфолог, один из основателей палеогеографии четвертичного периода, создатель учения о древнем материковом оледенении, исследователь Сибири и Преамурья. Кто из перечисленных ученых соответствует данной характеристике? Лев Семенович Берг, Фердинанд Петрович Врангель, Петр Александрович Кропоткин и Иван Васильевич Мушкетов. У нас правильный ответ Кропоткин, он написал теорию материкового оледенения и разработал теорию материковых оледенений. Как раз у нас Кропоткин. Правильный ответ В. 18 вопрос. Какой архипелаг имеет одно из названий острова россиян? Ну, здесь правильный ответ Г. Острова Туамоту. Это Гавайские острова, острова Кука, Тонга. Правильные острова Туамоту. 19 вопрос. Какая специализация характерна для зоны, расположенной ближе всего к центру изолированного государства в модели Иоганна фон Тюнина? Зернового хозяйства, трехпольного земледелия, огородничества и садоводства и пастбищного скотоводства. Ну, это сложноватый вопрос, но методом логических размышлений как бы надо было подумать, выйти что на больше товарное всего... огородничество и садоводство. Да, огородничество и садоводство. На будущее имейте в виду, что это первая теоретическая модель в географии. Это модель, прежде всего, которая была разработана немецким ученым. Он около 40 лет жил на берегу Балтийского моря, очень активно изучал население, изучал хозяйственную деятельность и пришел к такой мысли. Он заметил, что на однородной равнине вокруг единственного города возникают зоны различной специализации. Тем самым он устанавливает зависимость между интенсивностью развития сельского хозяйства, расстоянием до рыночного центра и специализацией. Поэтому сегодня эта модель изучается по географии в 10 классе в тех школах, которые идут по углубленному изучению этого предмета, нашего предмета, предмета географии. Так что тут довольно, конечно, интересные подходы, к которым он пришел. Он отмечает и стоимость земель около этого города, значительно они дороже. Чем дальше будем двигаться, тем, соответственно, дальше. И стоимость ниже. Поэтому он распределил, что на окраине этих городов будет развиваться уже экстенсивное зерновое хозяйство, экстенсивное животноводство и, соответственно, уже еще дальше, более чем 300 километров, это уже будут неиспользованные земли, то есть расстояние очень большое и в обработке и ведении сельского хозяйства там уже практически невозможно. Именно вот в те века, это 19 век, потому что годы жизни Тюнина, Иоганна Генриха 1783-1850 годы. Ну и последнее задание, да? Какой минерал можно поцарапать ногтем? Это по шкале Маоса. Что такая шкала Маоса? Она равна 10. И вот эти перечисленные минералы с этой шкалы. Апатит имеет твердость 5, гипс твердость 2. Ноготь царапает, имеет твердость ногтя 2,5-3. То есть ноготь царапает тальк и гипс, соответственно, этой шкале. Тальк твердость 1. Ортоклаз это полевой шпат, имеет твердость 6, а флюорит имеет твердость 4. То есть правильный ответ был гипс. Итак, мы с вами рассмотрели все задания. Да. Вот. Я бы хотела еще отметить следующее. Да. Если говорить о тестовых заданиях, как мы с ними справились. Тестовые задания, максимальный балл в 9 классах 9, минимальный 4, средний балл 6,1. А по 10-11 классу максимальный балл 12, минимальный балл 4, ведь одинаковое количество, что в 9 классе, что в 10, в 11 классе. И средний балл чуть выше, чем 9 класса, 7,4.
Таким образом, тесты были выполнены, и, конечно, хотелось, чтобы лучшие результаты были. За всю работу можно было получить 100 баллов, как я уже сказала. В 9 классе максимальный балл среди участников 48, это первое место. Минимальный балл 13 в 9 классах. В 10-11 максимальный балл 64 и минимальный балл 16,5. Так, это, соответственно, баллы за в целом работу. Так что хотелось бы, что прежде всего вам пожелать, особенно 11 классу, те, кто сдает географию, усилить внимание на те вопросы и на задании пожелать хорошо сдать единый государственный экзамен, кто выбрал географию. Те, кто из 9 классов, 10 и 11 будет непосредственно включен в список для участия, а мы надеемся на это, каждый год еще мы участвовали во Всероссийской Олимпиаде, значит, нужно будет продолжать вашу работу. Ну и хотелось бы еще обратить ваше внимание на то, что нужно много трудиться, много работать. География наша довольно сложный, вы понимаете, предмет. Это и связь с математикой, и биологией, и историей, то есть со многими различными предметами школьного курса, на которые вы должны обращать свое внимание и углубленно изучать все эти вопросы. Но самое-то важное еще, вот тот уровень, который вы показали, есть, нет уже, есть хорошие работы, как мы уже сказали, выполненные, а есть работы, которые не очень на хорошем уровне и баллы довольно низкие. Хотя я не думаю, что в школе вы не работали с картой по плотности населения, с картой городского и сельского населения. Поэтому, конечно, понятно, что все невозможно в географии. География – это такой предмет, который выходит на вопросы от геологии, как вы видите, до политики. Вопросы очень разнообразные могут быть, и все невозможно, конечно, знать, но тем не менее многие постарались и показали неплохие результаты в этой географической олимпиаде. Но теперь мы ждем, наверное, какие-то, может, вопросы нам должны прийти. Я не поняла, у нас там нет вопросов, да? Мы немножко подождем. Я вот хочу показать, может, не видно? Или видно будет, не знаю. Атлас географии, кто будет дальше готовиться. Углубленный уровень. Холина, Наумов, Родионова. Атлас довольно хороший. Он уже несколько раз переиздан. Сейчас уже есть с 2019 года. Вы можете заказать. Так, ну и здесь, соответственно, довольно много информации по экономической географии. Наряду с картами имеются и тексты, небольшие, четкие схемы, имеются диаграммы различные. И, конечно, и для учителей, и для вас это было бы просто необходимым для дальнейшей подготовки вас к олимпиадной работе. Так как нам сказали, что, возможно, вы не видели трансляцию первых заданий, поэтому я вам еще их раз продемонстрирую, потому что мы видим у себя на экране, а организаторы нам сказали, что вы, возможно, не видели. Поэтому я вам еще прокручу вот эти задания. Да, чтобы вы могли Что посмотреть. мы их озвучили, но вы, может, на слух не все восприняли. Посмотрите еще раз внимательно и сравните со своей работой.
Так, еще раз объясняем, какому типу, если у вас горные системы не были даны. Я хочу еще попросить, потому что вначале сказали, что я не видела ответа, может, поэтому не спрашивали. Нам сказали, там была заминка. Да. Я сейчас Так, имейте в виду, что если горы не указаны, то тип определить невозможно. И поэтому просто попадание не засчитывался. Так вот это. Так, третья задача. Вот. Трансляции вначале не было заданий, так я прокручиваю еще раз. Почему-то. Да, потому что мы теперь видели они или нет, не знаем. Ну вот организаторы нам сказали, что задания разместят на сайте, вы еще их сможете посмотреть. Ну и надеюсь, что остальные вы уже все увидели. Вот. Ну, если у вас вопросов нету, тогда на этом мы с вами прощаемся. Вот. Очень рады, что вы многие успешно справились с заданиями. Задания были очень-очень сложные. Они с каждым годом, на наш взгляд, наверное, все сложнее. Вот, поэтому вы все молодцы. Вот, желаем вам успехов и надеемся, что кто-то из вас поедет на заключительный этап Всероссийской Олимпиады и хорошо представит нашу республику Коми. До свидания.